Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим проблему ложных друзей-переводчика. А разобраться в хитросплетениях этой филологии помогу вам я, Спартак Мубаракшевич Хантимиров, доцент кафедры романа германского языкознания и зарубежной литературы Института филологического образования и межкультурных коммуникаций Акмолинского университета. Когда мы с вами говорим о переводчиках, надо понимать, что касается эта проблема не только переводчика, но любого, кто изучает иностранный язык. Во время нашей сегодняшней встречи мы рассмотрим проблему ложных друзей переводчика на материале немецкого языка, то есть на примерах из немецкого языка. Но она актуальна практически для любого, кто изучает какой-либо иностранный язык или его использует. Что же представляют из себя ложные друзья переводчика? Это интернациональные слова, так называемые интернационализмы, которые встречаются во многих языках и выявляют сходство фонетического или графического плана. Посмотрите, какое дерево у нас выросло. Некрасивое, неказистое и очень хитрое. На нем мы видим множество плодов, так называемых ложных друзей переводчика. Эти слова можно разделить на несколько групп. Давайте сорвем несколько плодов. Первый – друг. Друг, конечно, в кавычках, потому что фактически это скрытый враг переводчика или изучающего иностранный язык. Листе. Когда вы видите это слово или слышите, вы сразу замечаете, что оно похоже на русское слово «лист». То есть слова, входящие в первую группу ложных друзей переводчика, выявляют сходство фонетического, графического плана, но расходятся абсолютно в значениях. Давайте посмотрим, как же по-немецки звучит лист. Лист звучит «плат». А что же такое листе? Зададим вопрос. Что это может быть? Это всего лишь список, допустим, список кого-то или список предметов. Другой пример. Винегрет. Можно читать и как винегрете. Вы скажете, ну в чем же проблема? Это же винегрет. Но дело в том, что в немецком есть слово винегрет, которое звучит Gemüsesalat. А винегрет это вовсе не то, что мы привыкли кушать. Винегрет это соус, сделанный из уксуса, горчицы, растительного масла и различных трав, приправ. Есть еще слово винегрет в русском языке и в немецком в переносном смысле. То есть у тебя в голове винегрет. То есть мысли нестройные. В данном случае в немецком языке существует слово миш-маш, когда все в голове перемешано. Следующий пример. Если вы его увидели, вы его читаете примерно так, как в русском языке. Термин. Ударение только не совпадает. Не термин, а термин. И вот сразу на ум что приходит? Вам какая мысль? Что это термин. Ну, имеется в виду научный, технический термин с какой-то области. Но в немецком есть слово для этого. Терминус. В единственном числе, а во множественном числе термини. Вопрос, а что же означает слово термин? Термин – это часто используемое слово, немцы очень любят, потому что они все заранее планируют, и означает
Встреча, любая встреча, которая заранее запланирована, деловая встреча, встреча с другом и так далее. То есть это слово очень частотно в немецком языке. Termin. Ich habe heute einen Termin. У меня сегодня запланирована встреча. Возьмем еще несколько плодов с нашего дерева. Драматург. Вы скажете, ну тут уж все понятно. Драматург. Тот, кто пишет произведения. Оказывается, не все так просто. Слово, которое означает в русском драматург, в немецком языке звучит драматика. Драматика. А кто же такой драматург? В немецком языке есть два значения для этого слова. Это заведующий репертуарной частью театра или заведующий сценарного отдела киностудии. И последний пример, последний плод из этой первой группы – депутат. Ну вот кажется, ну что тут еще можно придумать? Ну депутат, он и в Африке депутат. Депутат – это вовсе не депутат. Депутат в немецком языке звучит der Deputierte, если мужской род, или женский род die Deputierte. А депутат означает оплата труда натурой. То бишь, в Германии были тяжелые времена послевоенные, когда не деньгами платили зарплату, а товарами. В России были годы 90-е, когда, допустим, тем, кто работал на птицефабрике, зарплату платили курицами. Вот аналогичная ситуация была и в Германии в послевоенные годы. Следующая группа, самая многочисленная. Давайте еще несколько плодов сорвем с нашего хитрого дерева. Что в данном случае мы имеем? Это очень сложная группа, потому что часть значений совпадает, то есть звучание, графическая сторона совпадает, и часть значений совпадает в иностранном, в данном случае немецком языке и в русском языке, а часть отличается, различается. Вот смотрите, радиатор. Радиатор, что приходит на ум сразу? Радиатор отопления. Да, здесь совпадает, что в немецком, что в русском, абсолютное совпадение. А если мы возьмем радиатор автомобиля, в немецком у слова радиатор нет такого значения, а существует специальное слово kühler, буквально охладитель. Следующий пример. Навигацион. В значении кораблевождения, то есть наука вождения кораблей, судов, опять же совпадает с русским языком. А вот в другом значении судоходство, мореплавание, допустим, началась навигация на водных путях. У немцев существует другое слово – Schifffahrt. То есть, видите, если вы в этом значении хотите употребить, уже будет ошибка. Следующий пример – диете. Очень походит на русское слово диета. И совершенно верно, есть сходство. Но это амоним. То есть в немецком языке есть слово diet, в плюрале dieten, множное число. Есть слово dieten, но значения разные. Если диет это диета, dieten это диеты, то в данном случае будет вознаграждение депутатом парламента или внештатным преподавателем вуза. Третья группа, самая немногочисленная. Это различные единицы измерения или меры весов. Вот когда вы видите слово «центнер», и опять же зададим вопрос, ну что может отличаться? Центнер в России, центнер в Германии, ну неужели есть какое-то отличие? Слово звучит одинаково, что в русском, что в немецком, центнер, центнер, но, понадеявшись на свои знания, переводчик совершил грубую ошибку, когда он переводил роман, описывая главного героя, употребил такие слова. Мужчина толстый, волосатый,
весом не менее 2 центнеров. То есть в оригинале было nicht weniger als 2 Zentner, не менее 2 центнеров. Давайте задумаемся. 2 центнера – это сколько килограмм? 200 килограмм. Ну, согласитесь, мужчину 200 килограмм, который весит, не на каждом углу встретишь. А в чем проблема? Смотрите, пожалуйста. Русский центнер сколько весит? Да, мы все знаем, 100 килограмм. А немецкий центнер в 2 раза меньше, 50 килограмм. То есть, если бы переводчик знал хорошо эту проблему, или сверился, посмотрел, поискал информацию, он бы как перевел? Весил мужчина не менее центнера, то есть 2 раза уменьшил, или не менее 100 килограмм. Ну, 100 килограмм для мужчины, в принципе, нормально. Давайте все-таки все плоды сорвем с нашего дерева, не оставим ни одного коварного словечка. Смотрите, слово трамплин. Если задаться вопросом, какое слово в русском языке напоминает трамплин? Правильно, трамплин. Но трамплин означает вовсе не трамплин, а батут. Да, это тоже связано с прыжками, но батут, как снаряд для прыжков. А трамплин, значение трамплин лыжный, звучит в немецком совсем по-другому. Смотрите, какое длинное слово. Шпрунгшанце. У нас осталось несколько плодов, которые мы сейчас с вами рассмотрим особо, потому что об эти коварные слова споткнулись переводчики, которые переводили немецкие фильмы. Демонстрировались немецкие фильмы, и шел закадровый перевод на русский язык. Герой фильма «Молодой человек» жалуется своему приятелю и говорит, это уже русский перевод, который прозвучал: «Мой старик, имеется в виду отец, не унимается, хочет, чтобы я стал академиком». Вот сами подумайте, молодой человек, который плохо учится, какой может быть академик? В чем проблема переводчика? Опять же, понадеялся на свои знания академика. На какое походит русское слово? Что приходит нам? Академик. Но переводчик совершенно не подумал о контексте, о ситуации. Как здесь можно употребить слово академик? Ну, абсолютно никак. Для слова академик в немецком языке есть слово академie-Mitglied. Буквально член академии. Такое длинное слово. Академie-Mitglied. Давайте мы все-таки сделаем работу того переводчика и найдем правильный вариант перевода. Как бы могло звучать то предложение, если нам нужен адекватный перевод? Мой старик никак не унимается. Хочет, чтобы я получил высшее образование, чтобы я стал студентом, чтобы я поступил в университет. Ну и, наверное, подойдет вариант, чтобы я продолжил обучение после школы в университете. Тогда все встает на свои места. И завершающий пример, который мы с вами рассматриваем, казино. Казино. Вы сразу, наверное, подумали, ну, конечно же, это казино. Хотя, зная нашу сегодняшнюю проблему, вы, наверное, задумались. Скорее всего, это не казино. В данном случае все гораздо сложнее. Дело в том, что казино может являться сокращенной формой слова «шпиль-казино». Это, собственно, игровой дом. «Шпиль-казино». Казино может быть его сокращенной формой, но в данном случае у этого слова совершенно другое значение. Какой перевод закадровый звучал? Один немецкий офицер говорит другому: посмотри-ка, это же та официантка, которая подавала нам сегодня утром в казино макароны. Вот спрашивается, казино, макароны, что-то не вяжется. Казино — это ведь игорный дом, согласитесь. И тем более утром, а в казино играют обычно вечером, по ночам. Какой правильный перевод должен был быть?
Посмотри-ка, это же та официантка, которая подавала нам сегодня в столовой макароны. То есть слово казино имеет значение офицерская столовая. Если бы переводчик знал хорошо об этих проблемах, он бы нашел правильное решение. Но он, видимо, не знал. Какие можно сделать выводы из того, что мы услышали сегодня? Первое. Чтобы не попасться на удочку коварных слов, ложных друзей, а фактически врагов переводчика, нужно не доверять своим знаниям, ни в коем случае не надеяться на свою догадку, а перепроверять, несколько раз проверять в объемном словаре значение иностранного слова. И желательно словарь, чтобы был большим, где представлены все значения. Потому что если возьмете словарь небольшой, там может быть 2-3 значения, а у слова может быть 5, 6, 7 значений. И вы не найдете правильного значения. Но и самое главное решение – это тщательный анализ контекста. То есть надо обдумывать содержание предложения, в котором употреблено это слово. Смотреть на соседние предложения и в идеале анализ содержания текста, всего текста, то есть всего произведения, устное, письменное. И тогда вы не попадете в просак, что случилось с переводчиками, о которых мы сегодня говорили. Дорогие друзья, я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча была для вас интересной и полезной, что вы в будущем, встретившись с аналогичной проблемой, сможете определить ее и найти правильные пути решения. Вам огромное спасибо за внимание и до новых встреч!